Наверное, самые большие изменения в привычном распорядке дня во время пандемии почувствовали студенты. Переход на дистанционное обучение, новые правила проживания в общежитии. Многие молодые люди не остались в стороне и стали волонтерами. На площадке ЦВФУ развернулись стационары, заработали лаборатории. Сегодня мы поговорим с ректором Северо-Восточного федерального университета Анатолием Николаевым. Пандемии мы узнали, как и все, через СМИ, когда вот в Ухане началась вот эта вот большая трагедия человечества. Да. Ну, мы все думали, что это будет где-то далеко, до нас не дойдет, мы как бы далеко и от центра, и от того же Китая. Конечно, до этого у нас была очень довольно-таки вот трудоемкая работа, там сфера же пошла корь. Потом все-таки наши студенты были и в Китае, да, китайские студенты хотели туда поехать и так далее, да, и мы совместно с оперативным штабом, да, совместно с РПН начали разрабатывать как раз логистику, как их, наших студентов сюда привезти, да, и как ограничить отъезд или въезд иностранных студентов. 14 марта мы получили приказ, вот, по-моему, 397-398, да, от нашего министерства. Это была суббота. Мы за тем, что там временное ограничение, мы получили где-то в воскресенье, да и в понедельник я издал приказ 16 марта в прошлом году о том, что мы полностью уходим на дистант. И менее чем за сутки, 17-го, университет полностью был на дистанте. Ну, для нас это было как бы необычно, да, потому что еще ни один человек в Якутии не болел. Да, больной первый появился несколькими днями позже. Но то, что там университет, выполнив приказ федерального министерства, да, ушел буквально менее чем за сутки на дистанционную форму обучения, это был колоссальный труд и колоссальное волнение. Волнение было такое, да, что система выдержит, не выдержит. Ну, это первое вот такое волнение, да, когда вечером сказали, что было где-то почти 250-260 запросов на наши интернет-контента, да, и система выдержала, да, и тогда я более-менее спокойно уже начал воспринимать весь этот переход, да. Ну, а потом начали уже думать, какие настроения у преподавателей, да, какие настроения у студентов и так далее. Но в первую очередь, конечно же, более молодые преподаватели, да, и студенты очень быстро сориентировались, и им было легко перекинуться на дистанционную форму обучения. А некоторым, всем уважаемым профессорам нам пришлось помочь, да, чтобы они освоили вот эти методы, да, и, конечно, вот этот переход буквально не прямо там волшебная палочка мы сделали, и все идеально там получилось. Конечно, пришлось несколько дней потратить для того, чтобы все нормально пошло, да, и нам пришлось буквально экстренно купить лицензионные программы и того же Zoom там, и так далее, чтобы полностью обеспечить вот это вот дистанционный формат. Вот совсем недавно мы прошли аккредитацию, да, вот к этому моменту, да, мы уже множество наших программ, а в тот момент где-то почти 22 тысячи наших программ уже были переведены в систему Moodle. И это нам помогло безболезненно перейти вот на вот такой электронный, цифровой или там дистанционный формат обучения. Конечно, мы понимаем, что пандемия еще не побеждена, да, поэтому пока 100% лабораторных и практических занятий мы перевели вот полностью на, вы говорите, очный, да, так, на дистанционный формат, да, чтобы они пришли и прямо руками работали, там лабораторные работы проводили и так далее. А часть лекционных занятий мы пока еще оставляем на дистанционном формате, да, чтобы не было большой загруженности наших аудиторий. Конечно, все соскучились. Это видно и по глазам и преподавателей, и студентов, да, и когда вот буквально на прошлой неделе первые шаги студенты сделали, да, и настроение поднялось у всех, да, и все радостные, да, и сейчас с большим воодушевлением и преподаватели вот это восприняли. Но, конечно, часть преподавательского контингента у нас за 65, да, сейчас с учетом ограничений. Мы сделали отдельный список, у кого хронические заболевания и так далее, чтобы не подвергать опасности их здоровью, да, их пока оставили на дистанте, и в этом смысле мы сделали какие-то сдвижки наших занятий и так далее, поменяли чуть-чуть расписание, да, и часть занятий у нас все-таки те, кто ведут дистанционную форму, да, и вот работаем вот в таком формате. Сейчас у нас лаборатория, вот наша клиника получила разрешение, чтобы можно было ставить прививки, да, от коронавируса, да, сейчас более 2000, почти, по-моему, 2200 уже поставили, да, сейчас еще дополнительно ставим, да. В первую очередь мы ставили студентам, которые будут заселяться в общежитие, но сейчас большой упор делаем еще на преподавателей, которым за 65.
Потому что вроде бы на их больше 100, почти 200 человек, да, если они не получат вакцину, ну, пусть даже если там всех студентов привить, да, а преподаватель будет сидеть дома, ну, не вакцинированный, да, то какой смысл вот, приводить его в традиционном формате, да, и в этом плане мы отдельным списком тоже, в первую очередь, тоже решили, чтобы вот преподавателей более старшего поколения, да, вот, привить. Мы федеральный университет, у нас достаточно хорошее современное оборудование, которое позволяет проводить различного рода анализы, да, и вначале мы просто одолжили наше оборудование, да, в одной из больниц, да, где была официально открыта лаборатория по определению ПЦР, там, ИФА там, и так далее. Но потом вот это оборудование, вот, когда срок аренды закончился, мы его обратно взяли. Хотели второй раз взять ближе к осени, да, мы обратно не дали, но нам позволили открыть у себя. Потому что когда мы у своих студентов выявляем, мы реально работаем быстрее. И получается, мы вот сейчас берем и буквально в тот же вечер, да, максимум на завтрашнее утро мы уже знаем все анализы. А когда отправляли, ну это, конечно, не в укор нашим коллегам, да, отправляли там в общий котел, в общий реестр, да, получали через несколько дней. А это, когда работает вот большой организм, как университет, это чревато очень большими вот такими ожиданиями, там, приказ выйти, не выйдет, там, положительный, потому что если даже один студент из группы положительным тестом, да, то получается вся группа должна сидеть на дистанции. А если вот мы в течение одного дня и вот это не выявляем, то получается мы подвергаем опасности их родственников и так далее, и всех, кто живет рядом и ходит рядом. Поэтому вот эта оперативность для нас была очень важна, да, и когда оперативно там и лично с Алексеем Сергеевичем, когда я разговаривал насчет вот этой лаборатории, Алексей Сергеевич поддержал, что вот хорошо, что у вас, ну, он просил, сколько вы можете сделать? Ну, 400, 500, 600, в зависимости от того, вот, от обеспечения. Ну, хорошо, тогда спасибо, там поддерживайте республику, да, мы работали не только на университет, но и иногда до 400 анализов в сутки делали для республики. Анатолий Николаевич, вот что происходит сзади вас? Нет, ну это идет укрепительная работа фундамента вот нашего главного учебного корпуса. Все-таки здание это мой ровесник 68-го года постройки, да, и мы укрепление фундамента начали еще давно, да, еще Евгения Сяна первый этап начала проводить, да, потом дальше уже мне приходится вот это вот делать, да, и как раз в прошлом году федеральное министерство часть где-то 15 миллионов нам дало на часть укрепительных работ. Но в этом году мы еще дальше продолжим, да, и надеемся в следующем году полностью завершить весь фундамент, ну, укрепление фундаментов нашего большого корпуса. Конечно, пришлось съесть пуд соли. Да. Ну, во-первых, когда, ну, вы же прекрасно все знаете, да, то, что вот первые у нас было, где девятка, там много иностранных студентов заболело, да, и нам пришлось полностью сразу в тот же день закрыть на карантин. Да, и обеспечить трехразовое горячее питание, да, и мы полностью за счет университета кормили почти 200 и даже больше иностранных студентов в течение месяца, и даже больше, да, и, конечно, это не 1-2 рубля, не 5 рублей, а намного больше. Конечно, очень благодарен своим студентам, да, которые организовали волонтерские движения, организовали движение внутри, движение снаружи, да, которые доставляли, да, и внутренние. И самое тяжелое вот в тот момент работа была накануне Дня Победы, 8 мая, полностью мы закрыли все наши общежития, и ни один студент не выходил. Но это было, для чего это было сделано? Да, потому что все-таки это заканчивалась сессия, учебный процесс и так далее. Да, чтобы не было такого, чтобы студенты привезли в районы коронавирус, да, и там полностью лето, там это полностью население заболело. Ну, чтобы такого не было, мы полностью закрыли. С 8 больше 2 недель они находились в замкнутом пространстве. 2 отрицательных ИФА-анализа выявили, что они не болеют. Только после этого мы им разрешили выехать в Улусы. Ну, так что это мы сделали не только для себя, но и в интересах республики. А так, управление, конечно, колоссальное, да, все-таки если где-то что-то выявлялось или там какое-то подозрение было, мы буквально все это дезинфекцию проводили и так далее. Было куплено тоннами различных средств, сотнями рециркуляторов, 100, даже больше 1000 различных масок и так далее. Да. Ну и, конечно, алгоритм дезинфекции вот наших помещений, конечно, вот через определенное время, конечно, проводили. И, конечно, узнал еще то, что
первой категории, второй категории, там тоже различные баки должны быть, там особые условия, и за всем этим спасибо Роспотребнадзору, да, который тоже вот методично и так далее помогал, и мы согласно вот инструкциям Роспотребнадзора, да, и, конечно, на очень вот, близкой связи вот, с нашим местным Роспотребнадзором, который нас тоже консультировал в наших действиях, да, вот буквально вот благодаря вот этому полностью мы живем и так далее, да, и, конечно, благодарен вот всей команде, которая обеспечивала вот все вот это вот действие. Конечно, у нас вот этот по коронавирусу страшный вопрос был это в начале, когда много иностранных студентов прям заболело, да, и в тот же день пришлось сразу в тот же день объявить карантин. Полностью мы все закрыли, даже закрыли не подъезд, а каждый отсек закрыли. Они даже не имели возможности выходить к себе на кухню, да, и что-то готовить. Прямо в тот же день решили вопрос с горячим питанием, трехразовое горячее питание, и ничего не оставалось, потому что все-таки иностранные студенты это вот такая категория, да, особенно из мусульманских стран, не кушают это, не кушают то и так далее. И нам пришлось даже делать специальное меню, все согласовывать и так далее, да, и 3 раза волонтеры вот, горячее питание привозили, и внутренние волонтеры уже разносили по комнатам. Это больше месяца, ну, достаточно много средств было, ну, потратить, но самое главное это для нас это здоровье наших студентов, да, и очень благодаря нашей клинике буквально каждый день, 2 раза в день это наблюдались и их здоровье и так далее. А потом после этого и витаминами, и медикаментами и так далее полностью тоже обеспечивали. И отдельная эпопея была, когда все это закончилось, чтобы они поехали домой. Да, все отрабатывали отдельный рейс нашим министерством, да, и вот этим рейсами в Киргизию и так далее вот наши студенты вот полетели. Но это было уже глубоко уже летом, да, и сейчас, конечно, после того, как все это сделали, получил большое количество благодарности и от землячества, от конкурса, от посольства. И правда, это было очень приятно, когда вот родители даже благодарили за то, что мы все-таки иностранное государство, да, но все-таки мы сделали достаточно много для того, чтобы вот наш студент, пусть даже иностранный гражданин, чувствовал себя как дома, да, и ощущал нашу поддержку. По Российской Федерации уже налажена связь с частью иностранных государств, да, и иностранные студенты из этих государств уже имеют возможность сюда приехать, да, но тут осталось-то не очень много времени, да, до завершения учебного года, да, и те, кто захотят приехать, мы не запрещаем, приезжают, но тоже, конечно, алгоритм будем придерживаться, да, по приезду там проверка на наличие там антитела и так далее, полностью будут сидеть на изоляции там определенное количество дней и так далее. Ну, а если захотят остаться на дистанции, ну, мы им даем свободный график, чтобы они полностью вот это вот получили качественные знания. В первую очередь нам нужно еще завершить учебу, да. Ну, в прошлом году у нас уже опыт есть для завершения, да, и через ПКС и так далее мы завершили, больших проблем не было, да, просто мы до этого никогда не проводили идентификацию личности и так далее, да, тоже есть определенная программа, алгоритмы для того, чтобы знать, что это Иванов Иван сидит, а не Петров Петр, да, сдает, да, и получаем, ну, все у нас получилось. А по приему абитуриентов нам помогло то, что мы в 2019 году уже начали разрабатывать свою программу. Это наши программисты все это сделали. И в прошлом году, пользуясь вот этой программой, мы полностью совершили вот приемную кампанию. Даже абитуриент, не приезжая сюда, может даже не сканируя, просто на телефон мог фотографировать свой документ, отправлять, да, и даже получилось у нас, по-моему, даже лучше. Да, по приему документов. Ну, в этом году прием документов чуть-чуть расширяется, да, и почту можно отправлять, и сам приезжать через представителя, да, и так далее. И можно и через вот ту систему, как электронную, тоже можно подать документы. Вот как раз мы совсем недавно проводили форум геостратегической территории, ну, университета геостратегической территории России, да, и там тоже отдельное понятие было цифровой мир после пандемии, да, и как университеты будут реагировать. Приезжали достаточно сильные компании, да, предлагали свои услуги. Скорее всего, части вот, программы индивидуальной траектории наши ребята будут разрабатывать, да, и будут разрабатывать, да, потому что все-таки каждый университет это отдельный организм, да, если даже покупать очень дорогую программу, нам придется постоянно что-то там менять. Если это будет наша программа, да, то мы уже внутри можем налаживать, да, делать пуск наладки там и так далее, и под себя настраивать, да.
А насчет вот этих гибридных технологий, да, это, например, часть студентов сидит где-то проходит стажировку в другом городе там и так далее, как по академической мобильности, а часть сидит в аудитории, и чтобы они синхронно обучались, можно вот эти вот типа гибридных технологий уже применять. Ну, такие программы есть, скорее всего, мы будем вот эти программы докупать, взаимодействовать и выступать вместе с ним как партнер. Мы научились работать дистанционно, да, общаться друг с другом дистанционно, да, и даже общаться не только между собой, да, а с коллегами из других городов, стран и так далее. Это как бы в этом плане мы расширили свои возможности. С другой стороны, мы где-то месяц-два после марта, апрель, май, начало июня чуть-чуть подождали, вдруг пандемия к лету закончится, потом думали, к осени закончится, да, но уже ближе к лету уже мы начали думать, как же так, если лето пройдет, да, многие из нас, наши научные разработки связаны там с экспедициями там и так далее. Мы очень вот так тщательно подходили к экспедиции, да, и точно разрабатывали маршрут, чтобы меньше контактов с местным населением и так далее было, да, точно по времени и так далее, согласовывали с тем же РПН, и вот такой выезд сделали. А насчет работы внутри лаборатории, мы внутри сделали такое распоряжение, да, вот дали приказ о том, чтобы не все сразу приходили в лабораторию. Ну, вдруг там кто-то контактный, и вся лаборатория на месяц, на 2 как минимум недели уже не работает. Поэтому по графику не более 2 человек приходили в лабораторию и по графику работали. Если кто-то там контактный, да, то эти 2 сразу отсекаются, и остальные члены лаборатории продолжают работать. Ну, в таком плане, я думаю, мы справились, да, и свои отчеты, ответственность перед большими проектами, да, это мегапроекты, проекты по госзаданию и так далее, полностью отчеты сданы, выполнены. И сейчас написали другие проекты, выиграли, да, и я очень доволен этим. По всей республике, даже по всей стране масочный режим не отменен, да, и, конечно, это порядочность каждого гражданина, ну, студента, сотрудника и так далее. Я сам стою сейчас в маске, да. Ну, конечно, когда сижу один у себя в кабинете, я маску снимаю, но при контакте, когда я захожу, и когда я в коридоре, я постоянно маску одеваю. Да. Ну, своим примером я показываю, что маску носить надо. Я не думаю, что внутри комнат вот вместе вдвоем живут, да, и оба в масках ходят, да, друг друга пугаются, шарахаются. Ну, наверное, внутри, конечно, они, наверное, маску снимают, да, но когда выходят вот массовые мероприятия и так далее, конечно, массовый режим мы полностью сохраняем, да, и занятия и так далее полностью в масках. Конечно, нужно все-таки понимать, что многие абитуриентам 18 лет нет, да, и поэтому им пока прививку не ставят, да, и какой вуз пойдет на это, чтобы себе ограничить, да, почти полностью выпускников школ, да. Ну, конечно, этого не будет, да, и что прямо только сертификатом мы будем принимать и так далее, вот такого, конечно, нет. И даже тем, кто уже 18, да, мы тоже не говорим, что по сертификату там могут и онлайн отправить и так далее, и так далее. Но, конечно, нужно придерживаться вот каких-то санитарных норм и так далее, приходить в маске и так далее. Ну, чтобы не подвергать опасности ни свое здоровье, да, ни самое главное своих близких, которые тоже вместе с вами живут. Многих, конечно, в мире напугали, да, вот, 3-й волной и так далее. Но когда смотришь на телевизор, на Европу, конечно, там ужасающая картина. Но очень рад тому, что Россия сделала вот 3, сейчас уже 4 вот вакцины, да, которые действительно хорошо помогают против коронавируса. И вот полностью надо прививаться. Я вот к этому призываю, да, и только вот этим мы можем остановить дальнейшее развитие вот коронавируса. И, конечно, очень надеюсь, что 3-й волны не будет. Хотя идет очень такой динамика к спаду, да, сейчас, если мы, например, в начале года у нас за 200 переваливало, да, в каждые сутки в республике, то сейчас где-то 20-30 между этими, да. Но все-таки, если мы совсем расслабимся, да, то можем упустить вот этот момент из виду, да, и только вакцинация надо остановить. И очень надеюсь, что 3-й волны не будет. Но как вуз, который в самые трудные моменты не останавливал свою работу, и административную работу, да, и хозяйственную работу, и самое главное, и научную, и учебную работу, мы готовы ко всему.
ко всем моментам. Даже в прошлом году, когда вот 1 сентября, как же мы начнем, да, у нас было несколько вариантов. Полностью сразу начинаем в традиционном виде, да, частично начинаем, да. Но в конце концов ситуация была такая, что мы первые курсы пока пригласили на больше, чем почти на 1,5 месяца, да, чтобы они узнали свои пароли, логины и так далее, узнали, что из себя представляет университет. А так было бы не очень хорошо, когда студент поступил, не почувствовать вот именно дух университета, а сразу где-то сидеть, как был, наверное, в другом населенном пункте, так и там остался, вроде бы числится студентом, да, вроде бы как-то учится, но университет это очень большая, вот, в первую очередь, университетская среда. Человек, который не только получает знания, да, но реально как бы духовно обогащает, это, общается со своими друзьями. Да. Мы же все прекрасно знаем, что свинские друзья – это друзья на всю жизнь. Да, вот, и поэтому очень надеюсь, что третьей волны не будет. Призываю вакцинироваться, да, это реально помогает. Сейчас мы узнаем, где работает ректор Северо-Восточного федерального университета, и посмотрим изнутри его кабинета. Тут мне придется маску снять, да, только Ух ты! условить лицо и потом только... Смотрите, технологии. Да. Это ваша разработка или? Ну, это мы с Ростелекомом делали, да, и да, вот узнают и чужие не больше. Расскажите, пожалуйста, с чего начинается ваш день? Прихожу, сажусь, и то, что накопилось за ночь, все-таки это Москва засыпает, когда у нас уже глубоко ночь, да, и просто поступили документы, мне приносят, да, я с утра рассматриваю, заносят кофе, да, и начинаю работать. Если что, вот все это записываю в блокноте, да, и как раз у нас есть такое ответственность, более усердие, это вот в этих рамках мы сейчас полностью. А планшет, он для зума? Нет, не для зума, зум у меня вот тут, а планшет у меня, например, программа Директум, да, вот все приказы, документы по закупкам, входящие, личные там и так далее, полностью вот тут подписываю. Сейчас ни один документ я руками ручкой не подписываю, все через электронный документооборот. Это вот буквально за последние 1,5 года полностью. Ну, фактически это влияние пандемии. Нет. Это само еще в 2019 году, когда начал работать, сразу мы приняли решение перейти на такие системы, да. И, конечно, я сам, когда был директором института, и так далее, понимаю, что человек с каким-то приказом и так далее, с согласованием бегает неделю, а то и 2. А сейчас максимум где-то 2-3 дня. А то и в течение нескольких часов полностью все это согласовывает и подписывает. И это достаточно оперативное решение многих вопросов. Многим это сфера как вот было какое-то недопонимание, а сейчас самое главное, сейчас они все понимают, и самое главное, тут видно, у кого это застряло. И я как руководитель тоже говорю, если там долго у кого-то лежит, значит он что-то там не дорабатывает, да, получает замечания, да, и поэтому очень оперативно все это вот быстро решает. Да, и всем это очень понравилось, потому что, например, с того же КФЕНа, а то и в пединституте и так далее, да, бегать сюда, а то и в другие места получением заветной подписи. Да, а сейчас, даже сейчас полностью у нас ученые советы, админсоветы я провожу через Zoom, через систему электронную, да, поэтому достаточно удобно стало. Даже когда я сказал, когда мы завершим, полностью из пандемии выйдем, да, я все равно админсовет оставлю вот в таком варианте. Всем это страшно чуть ли не поаплодировали, да, потому что для того, чтобы сюда прийти там полчаса, а то и некоторым, то и больше представителей ехать, да, сидеть тут час-полтора, а потом еще обратно ехать, да, а так сидя прямо у себя за рабочим столом решать моменты и сразу же, как только закончилось, сразу уже начать работать. Больше ничего такого, все просто IT-телефония, да, если что, у меня зал совещаний там, 3 раза в неделю изучаю английский, подтягиваю язык, все-таки там
сейчас в современном мире надо общаться наравне с своими коллегами из других стран. То есть можно сказать, что вы студент. Ну, не студент, но как бы подтягиваю знания. Расскажите про корабль, пожалуйста. Ну, это корабль мне подарили на день рождения. Сказали, что это как бы большой университетский корабль, что я вел по большим просторам. Сказали, чтобы я стоял у штурвала, но почему-то я штурвал не нашел. Ну, это такой смешной случай. Ага, ну и наш запланированный каверзный вопрос про Евгению Исаевну. Вот немножко в политику ударимся, да? Например, Сардана Аксентьева, она для нового избранного мэра оставила очень высокую планку. То же самое происходило в свое время с Евгенией Исаевной. Вот не чувствуется ли тени, как вам работается сейчас с президентом? Ну, она очень мудрый человек. Я глубоко ее уважаю, да, и она делает очень правильно, да, что вообще, иногда, когда очень надо, я вот советую, да, но в основном она в процессы вообще не вмешивается, да, у нее своя специфика работы и так далее. Она как президент тоже по своим программам и так далее работает, а так текущие дела и так далее. Это полностью моя ответственность, да, все-таки она человек, который почти 10 лет отработала на посту ректора федерального университета, она понимает, что ректор федерального университета должен сам принимать решения, да, и сам за это отвечать. Все-таки за все принимаемые решения, за все действия, за весь университет отвечаю я. Да, вот это она прекрасно понимает, да, и вот не вмешивается. Потому что если будет какое-то вмешивание, да, то какой я ректор, какая у меня ответственность, да, и, надеюсь, она делает очень правильно. Но это очень мудрое решение ее. Все-таки, когда 10 лет у руля, потом раз, и это достаточно сложно себя держать, может быть, я так думаю. Но я глубоко очень ее уважаю, да, и когда есть большая необходимость, это я сам иду к ней с советом, потому что все-таки у нее жизненный опыт больше, да, а насчет какого-то дальнейшего развития и так далее, да, насчет принимаемых решений, это чисто не выше.